Ее история больше похожа на легенду, но это правда. Токтагон Алтыбасаровой было всего 18, когда на ее попечении оказались 150 голодных и измученных малышей. В ее родное село в Кыргызстане их привезли в 1942 году из блокадного Ленинграда. Дети привезли 27 августа в 1942 году. Они были голодные, рваные, не одетые были дети, девочки и мальчики. Некоторые детей, которые привезли, им было по 3 года, по 2,5. Где родители остались, не знает. Токтагон была председателем сельсовета, и именно на ее хрупкие плечи легла забота о малышах. Каждый день она ходила по дворам и просила у сельчан немного еды для детей. Некоторые из юных блокадников были настолько истощены, что их организм не принимал пищу, и приходилось буквально выкармливать их каждый час по 2-3 ложки молока или каши. Когда к нам в Курменты привезли маленьких ленинградцев, рассказывает Токтагон Алтыбасарова, я работала в комсомоле. Увидели мы их и испугались. Что делать-то будем с такими исхудавшими? Мы ему кашу, а он: где мама? Мама моя где? Выбежим на улицу, наплачемся и снова кормить. А теперь вот какими стали наши ленинградские дети. Это кадры из документального фильма «Я хочу жить», снятого про тех малышей из Ленинграда. Дети звали Токтагон мама Тоня. И действительно, больше 10 лет она была им матерью. Кормила, учила, заботилась. А когда подросли и начали разъезжаться, всегда ждала в гости и бережно хранила их письма. Помимо 150 приемных, у мамы Тони было 8 родных детей, 23 внука и 29 правнуков. В их окружении она умерла в 2015 году. Но память о ее материнском подвиге живет. На днях ее сын сообщил, что в Санкт-Петербурге будет установлен памятник Токтагон. Инициаторами выступила мэрия города и общественники. Эскизы уже готовы, а торжественное открытие будет приурочено к 75-летию Великой Победы.